Срок дан до конца текущего года. Именно за это время горожане должны рассчитаться с властями за оказанные жилищно-коммунальные услуги. На совещании в мэрии Муслим Хучиев отметил, жителями надо проводить работу постоянно и объяснять им. Своевременный платеж – залог качества потребляемых услуг. Мы должны в 2 раза еще раз увеличить сборщик, чтобы как-то этот вопрос закрыть. Мэр города отметил, представители ресурсоснабжающих компаний свою работу выполняют качественно. Так, за последние месяцы коммунальщикам удалось взыскать большую часть с долга, а это почти 180 миллионов рублей. Проводим массовые мероприятия по всем районам города Грозного с тем, чтобы до полного 100% погасить сумму этих задолженностей. На сегодняшний день рейд проводится совместно со всеми ресурсоснабжающими организациями. На месте принимаются меры. Есть люди, которые погашают, есть люди, которые почему-то потребляют и свет, и газ, и воду, и прочие жилищно-коммунальные услуги, и при том не соизволяют платить за это, в принципе, тот же товар, не платят за потребляемые услуги. До конца этого года по поручению главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова все задолженности должны будут погашены. Представителями мэрии ежедневно проводятся рейдовые мероприятия. На одном из них побывал и Муслим Хучиев. Злостные неплательщики мэра стесняться не стали. Сейчас оплачивают, сейчас выключают. Пусть выбирают. С мая этого года население только города Грозного задолжало свыше 200 миллионов рублей, 150 за свет и более 40 миллионов за газ. Если потребитель не проводит оплату услуг дольше 6 месяцев, государство имеет право отключить его от общей сети. Уже во второй половине 2016 года, согласно постановлению правительства страны, тарифы за ЖКУ повысятся. Представители профильного комитета призывают граждан погасить свои долги и быть бдительнее. Тарифы в первом полугодии 2016 года сохранятся, не будут меняться, они сохранятся на уровне декабря 2015 года, а со второго полугодия, с 1 июля второго полугодия, они повысятся в среднем на 3,9%. Это незначительное повышение, учитывая, что инфляция в этом году уже достигла 13%. Тем не менее, главой республики принято решение о сдерживании роста платы граждан вот в этих пределах. Из-за несвоевременной оплаты долгов злостными неплательщиками страдают честные потребители, те, кто каждый месяц оплачивает коммунальные услуги и надеется. Свет, газ и вода всегда будут в их доме. Асан Аль-Букаев, Хаважа Мунаев, Абубакар Аббазов. Новости.